Завтра, 17 мая, будет годовщина приговора моего мужа Григория Сергея Борисовича. Его лишили свободы на 6 лет по статье мошенничества. Это является слишком суровым приговором для этой статьи. В чем был интерес посадить его на 6 лет? Кто это вообще? Почему такой суровый срок установили? Ну, я думаю, что это заинтересованность судьи Верховного суда. Об этом очень хорошо рассказал журналист Григорий Пасеко. Какого интереса? Раисы Александровой. Ну, наверное, это нужно у нее спросить, во-первых. А во-вторых, в этой статье, значит, упомянуто, что у нее есть сын и отец судимый. Получается, можно сказать, криминал ворвался, проник в судебную. И при этом пострадали дети 3 и 6 лет. К ним применяли пытки. Значит, трехлетнему ребенку во время предварительного следствия не давали пить, держали в течение многих часов, не пускали даже в туалет и так далее. А моего ребенка 6-летнего, значит, вообще ему тоже причинили вред здоровью. Это все сотрудники правоохранительных органов. И я возмущена. Неужели в России и в Якутии узаконено вот такие пытки и так далее? Имел сделку с мужем Александровой, судьи Верховного суда, и хотел купить квартиру в его строительной фирме. Но эту квартиру продали еще другим людям. Получается, тоже как мошенническая сделка. А Григорьеву не вернули денег. И он хотел вернуть деньги, не подозревая о том, что имеется какая-то связь между этой строительной фирмой и судом. Вот. И в конце концов он не получил ни денег, ни квартиры. И вот реально срок получил за это. За то, что он попытался вернуть свои деньги, свои права отстоять. Ваши действия дальнейшие, вы думаете, что президент может влиять на эту ситуацию? Ну, если не президент, а правительство, поскольку они не отделены от судебной власти. Отделены. Судебная власть отделена от законодательной, от исполнительной власти. Но мы все имеем примеры видели, Еремеев, насчет Еремеева это письма писали в Верховный суд и пошли навстречу, да. Но Григорьев, он не из Чурапчи, у него родителей нету. Вот. Он никогда из бюджета не брал деньги, а только пополнял его, там, создавал рабочие места в течение 20 лет. Информация, что вы обратились к Андрею Федорову, да, чтобы он сюда приехал и провел расследование. Да. Он согласен, пока идут переговоры. Приехать сюда и сделать материал именно о нарушениях прав людей, преступников в Сахаре. Да, потому что это нигде такого, это, наверное, только фашисты именно нарушали права детей, пытали их, причиняли им вред здоровью. Все судебные инстанции, все пройдены. Да. Остается только вот мои требования. Судебных требований никаких нет. Это все зависит от прокуратуры.